Сегодня в программе «Пятеро на пятом» мы обсуждаем ситуацию, сложившуюся в кыргызском кино. Каково положение дел и как надо дальше развиваться. К нам должно прийти 4 гостей. Добрый вечер. Добрый вечер. Тема сегодняшней программы. В кино не как в кино. Я тоже присяду с вами. Дастан Чапар Улу, кинорежиссер. Замир Эралиев, экс-президент Кыргызкино. Талай Кульмендеев, председатель киностудии «Кыргызфильм». Нурлан Абдыкадыров, режиссер, заслуженный деятель культуры. У нас в гостях режиссеры, маститые, известные, молодые, люди, которые занимали посты официальные, которые сейчас занимают. И мы хотим обсудить ситуацию в кино и что, в каком состоянии кыргызское кино и как оно должно развиваться. У нас будет 3 части по 20 минут. В первой части в каком состоянии кино, вторая часть как эта ситуация была создана, почему, и третья часть что надо делать. Первый раунд. Кто первый начнет? Как Ахсакалу Замира? Нет, я думаю, надо дать председателю Кинематографистов. Пусть он начнет. Как официальное лицо. Да, как официальное лицо. Талай, тогда вы. Да, да. Сегодняшнее кыргызское кино, он находится в таком состоянии, не таком состоянии, как мы представляем, как мы говорим. Не в таком. Не таком, как в средствах массовых все время говорится, вот кыргызское кино сегодня типа является авангардом среднеазиатским, не таком. На то есть причина. Кино состоит из многих как бы частей, да, это производство, это прокат, это дистрибуция, это продажа, продвижение картин и совместный проект. У нас как бы благополучное состояние только производства. Вот благодаря производимым картинам, которые производят в частности частные студии, и в том числе Кыргызфильм, там единицы. И вот, учитывая их достижения, мы говорим о целом, как бы, о целой отрасли. У нас прокатная система государственная не работает. У нас дистрибуцией никто не занимается, картины не продаются, и фактически нет совместных проектов. Вот, Совместных за рубежом или да, хоть с казахами, да. Имеется в виду совместный проект, это тоже, то есть это тоже пути как бы выхода картин, да, например, если там с россиянин какая-то картина совместно делается, то есть если это же тоже как бы считается, да, как бы достижением и так далее. И вот я обратно возвращаюсь к той проблеме, что даже производство картин, она не в полном объеме и финансируется со стороны государства. У нас нет целостно такой государственной политики по реализации, да, закона о государственной поддержке кинематографии. Можно было так и говорить, да. И проблем, в принципе, достаточно, пускай -то об этом говорят как бы молодые, старые. Ну, я бы так сказал, экономическая ситуация напрямую влияет на кино. Ведь это киноискусство. И оно требует финансовых вложений, либо частных, либо государственных. Я, конечно, внимательно слежу за кинопроцессом и сказать, например, вот что в акаевское время было внимание к кино, я не могу. Потому что когда я в 2005 году стал председателем национального концерна «Кыргызкино», и стал председателем, да, вот по-старому Госкино, то, начальником кино. Да, начальником кино, то бюджет кино был всего 3 миллиона сом. Всего 3 миллиона. По всему Кыргызстану? По всему Кыргызстану. И вот 3 года, которые я работал, вот 2-й год, это время Бакиева, да,
Значит, второй год у нас было уже где-то около 12 миллионов во второй год. А в третий год, когда я уже уходил, ну, нам дали 42 миллиона. Но в мае 2008 года я уже перестал быть председателем Госкино. И поступили ли эти 42 миллиона, я не могу. Это при том, что сказать. снять один фильм, это гораздо больше. И вот смотрите. Не, я договорю. Поэтому, значит, это было уже почти $1 миллион, да? То есть от 3 миллионов до 42 миллиона – это существенно очень. Это первое. Второе. Вот в 2005-2008 году был проведен первый международный Иссык-Кульский кинофестиваль, на который, ну, правда, это были частные деньги, на него тоже было, где-то ушло около $1 миллиона. То есть движение кинематографа тогда было, но чего не было, к сожалению. Я подал такую идею, вот то, что сейчас Талай Кульмендеев сказал, у нас нет государственной сети. Вот тогда была разработана программа по развитию государственной сети. В чем она заключалась? Я хотел, чтобы акции государственные 51% наших кинотеатров принадлежали государству, а 49% принадлежали частным лицам. Но, к сожалению, ни правительство, ни президент, ни депутаты тогда не поддержали. И третье, вот он, опять же, это проблема. То есть 10 лет назад я там работал, и за 10 лет никакого, мне даже смешно это слышать, никакого движения не произошло. Никакого. Это печально. Ну, фильмы завоевывают призы за рубежом, само производство. Как вы? Можно я добавлю? Да-да. Вот, ну, по этому вопросу сперва. Дело в том, что у нас, я точно не знаю, где-то 1% из бюджета должен выделяться на кинопроизводство. 0,1, по-моему, да? 0,1%, это 0,1 где-то разве? сегодня где-то 110 миллионов. 110 миллионов. То есть, в принципе, те, кто ответственны за структуру, они должны ходить и говорить, хотя бы 50 миллионов дайте нам. Мы 10 фильмов будем снимать в год, по 5 миллионов дадим. Как А хотите. это достаточно 5 миллионов на один фильм? Достаточно, если сказать, не ездить по горам, по Иссык-Кулям, где отдыхает, а вот, ну, в Бишкеке снимите, в пригороде, я не знаю, да, ну, грубо говоря. Ну, 10 фильмов по 5 миллионов, это отлично было, но никто не ходит, эти деньги не пробивает, то есть, получается, руководству, ну, и неинтересно, что он снимет или он снимет, понимаете, ну, надо же эти деньги забрать. Они Можно сами я- по себе, руководство, режиссеры, творческие люди Можно сами я по себе. как бы добавлю, да? Вот Замир Тажирович прав, где-то в кино должно выделяться 0,1% от расходной части бюджета. Это где-то за 100 миллионов, 120, да, где-то миллионов сомов. Но вот я руководил киностудией в 2012 году, да, вот тот период выделялось где-то около 56 миллионов сомов. И эта же сумма, вот прошло 5-6 лет, эта сумма такая же остается. Вся эта сумма на всю деятельность кино. На производство из этой от 56 миллионов выделяется где-то около 10-12 миллионов сомов. Остальное, то есть на развитие сеть-проката, на другие цели. и А так вы далее. говорите, нет проката сейчас. Искусственно, как бы, есть 40 кинотеатров по Кыргызстану, и они искусственно когда содержатся. Они для государства это ноша, они никакой прибыли не приносят. И мы как бы все время отчитываем, что народ приходит в кино, там собирает валовые, как бы это Зрители, да? да, зрители и так далее. Это благодаря частным кинотеатрам, которые сданы на долгосрочную аренду. Это в основном в Бишкеке и в Аше. И вот эти кинотеатры как бы закроют, как бы, да. И вот я же не зря сказал, прокатная сеть государственная, она не работает и так далее. И проблема-то в чем заключается? Проблема не в том, что там куда-то это целостной политики нет. Какие вот тематический план, да? Какие картины должны запускать? Тайлак ли должен был сниматься? Или Ходжомкол, или Шабдан? Почему именно эти
темы как бы приняты, да, нету целостной такой тематического плана на общегосударственном уровне. То есть это говорит о том, что нужно реформировать всю систему кино. Почему-то на Тайлак выделили денег, он не запущен. На Курманджан выделили денег, не запущен. На, Курманджан? ой, на Шабдан. Выделены деньги на Пеги и Пес, почему-то не запущен. То есть проблем предостаточно, поэтому Тайлак. надо... Тайлак Баттер, да. Почему деньги выделяются, они не запускаются? То есть это серьезная проблема. Я думаю, деньги не выделяются, я так думаю. Выделены они. Они если бы выделены, были бы съемки. на Тайлак Баттер 70 миллионов выделили, 20 миллионов выделили на Шабдан, они даже Ты же запускают. председатель Госкино, тогда почему же не снимаются эти фильмы? Если деньги выделены, тогда непонятно. Я не председатель Госкино, я же председатель, Нет, председатель Союза. кино. Мы Ты общественные- можешь же спросить у председателя Госкино. А что молодежь скажет? Вот вы сняли вместе с Бахытом Мукулом это «Завещание отца». «Завещание», да. С тех пор уже сколько времени прошло? Ну, уже 4-й год идет. И второго фильма нет, как вот говорит Замир, что... Где второй фильм? Ну да, я вот тоже вот соглашусь вот вышесказанными мнениями, потому что уже какой-то застой идет уже. Потому что вот то, что вот 3-4 года назад мы фильмы снимали и получили за это высокие результаты. За рубежом? Да, В Канаде, за рубежом, да? конечно. И несколько режиссеров получили признание. Но в данный момент уже, получается, уже идет застой. Потому что как бы режиссеры прогрессируют, молодежь тоже прогрессирует, но наше руководство как бы уже тоже должен был, соответственно, прогрессировать, но не идет в ногу со временем. Поэтому мы тоже отстаем. И еще такой важный факт. Мы уже год назад закончили новый сценарий. Они сами нам заказали. Госкино? Да, киностудия «Кыргызфильм», главный редактор. Они нам заказали новый сценарий. Вот, идея принадлежит вот Нурлану Вайке Абдыкадарову. И мы эту идею адаптировали под художественный полнометражный фильм и написали сценарий. Но во время вот пересмотра в худсовете нас как бы не пустили в обсуждение, получается. То есть обсуждение проходило за закрытыми дверями, да, без нас. Мы не смогли вот услышать мнение членов худсовета, да, критику. Вот, может быть, мы вынесли бы минусы из нашего сценария, и, возможно, мы переработали. Гастан, скажи, почему не пустили вас? Ну, когда мы в первый раз со сценарием «Завещание отца» вот, дали на худсовет, Талип Ибраимов нас пустил. И мы выслушали все вот, высказывания членов был тогда худсовета. кем? Главный редактор. Да, главный да? редактор. А в этот раз Баян Сарголов, главный редактор, нас как-то не пустил и сказал, что они сами обсудят, потому что поступило 2-3 сценария, поэтому они должны за закрытыми дверями. Вот мы согласились, и поэтому получается... Ну, а вот, извиняюсь, вот эта закрытая система, она и в Минкультуре, в коллегии присутствует. Когда тебя выдвинут на заслугу, ты тоже не узнаешь, там будут закрытые. Даже депутаты тайное голосование не делают, мы про них все знаем. Значит, депутаты смелые, продвинутые люди, а остальные все какие-то пугливые, Это те трусливые. Извиняюсь, депутаты, вот- которых все критикуют, да, они, которых все они критикуют, продвинутые? они- да, ну получается, сравнению они с же открытым чиновниками голосованием кино. занимаются, конечно. Вот я даже скажу по поводу того, что я говорил, Садык Шернияз. Буквально недавно, 3 месяца, он выражал претензии председателю Госкино, департаменту, говорит, почему вы деньги не берете у Минфина? Минфину говорит, почему вы деньги не выделяете Госкино? То есть он этот вопрос сам Садык Шернияз поднимал, в интернете присутствовало, понимаете? Да. Но единственное здесь, так я вот сказал, и я понял, что как бы Таке говорит о том, что на самом верху нужен госсекретарь, который будет определять тематику. Нет.
есть среднее звено, есть режиссеры. Если у тебя нет 5-6 сценариев, ты не режиссер. Если среднее звено, те, кто конкретно ответственны за кино, они не продвигают идеи, не идут к депутатам, не требуют, не просят деньги, ничего не будет двигаться, понимаете? Потому что, когда им звонят сверху, скажем, допустим, я знаю, они так умеют, вы знаете, мы не знаем, там есть худсовет на киностудии, они что хотят делают, вот закрытое голосование. В департаменте тоже там есть коллегия, которые вот отборщики, они тоже закрыты там, мы даже не в курсе, говорят. Вот, и все. И все как непонимание думают, ну какой демократичная система. Совершенно не демократичная, закрытое голосование. знаете, Делайте открытое, все, обсуждение голосования. Знаете, почему это происходит? Вот эта система, она старая система. Это с периода Советского Союза вот эта система худсовета, она существует. Даже по закону, то есть это модельный закон, да, по закону должны рассматриваться проекты. Вот проект такой-то, а потом уже соответствие художественного замысла и так далее. То есть получается сейчас вот такая система, Нурлан хорошо знает, то есть система финансирования Кыргызстана вот такова. Отдельная часть кинематографистов запускается на киностудию, отдельная через департамент кинематографии. То есть Это разные структуры разве? Разные. Принимают по-разному. Средства Средства выделяют по-разному. Это одна структура, то есть другая. Внизу на две части делится, в принципе, это вертикаль одна. Департамент кинематографии – это государственный орган, который отвечает за целом за кинополитику. Киностудия «Кыргызфильм» она такая же студия, но отличие от других частных студий, это студия государственная, все. И эта студия должна делать как бы госзаказы, а не делать там, быть конкурентами частных студий. То есть, исполнителя. да, вот вся система тут зарыта, да, то есть, вот я же говорю, сейчас в данное время, то есть, как бы две окошки для как бы производства картин получается. Кто-то частная туда... и государственная. Нет, кто-то идет через Кыргызфильм, кто-то деньги выбивает через департамент. Так, Там совместно государственно-частное это партнерство не есть должно закон. На быть. основании этого они Это не 50 на 50. Должно 50 на 50. финансировать, как бы рассматривать проекты департамент кинематографии. Ну, это мешает друг другу? Ну, получается, мешает. То есть ребята же сами говорят, Фабрика, не фабрика. могут получить постановку, понимаете. А Замир Таживаевич, он по старой системе работал, поэтому он не может говорить, как должно финансироваться сегодня, понимаете. Ну там много нюансов. Вот Ну, ты работаешь по новой, и что изменилось? Ну вот знаете, маленький элемент, вот я на киностудии «Кыргызфильм» и в департаменте постоянно говорю, документальное кино снимайте, 50 лет пройдет, никто Кыргызстан не будет видеть, что было 50 лет назад. Да. Воили, там гидростанции, фермеры работали, легендарные люди. Нет, говорят, да, мы закрыли эту тематику. Как? Я считаю, в советское время кыргызские документальные фильмы были самые шикарные были. Обязательно это нужно, но нету. А что через 50 лет? Мы что будем знать о Кыргызстане? По художественным фильмам? Это вымысел там. Ну вот я немножко добавлю, да, вот Нарымбек, смотри. Казалось бы, вот сейчас Талай Кулмендеев говорит, Иралиев работал по старой системе. Я задал ему вопрос, ты работаешь по новой, а что изменилось? Ничего не изменилось, на мой взгляд. Дело в том, что вот я, например, в 2013 году, когда попал на прием Алмазу Атамбаеву, то один из вопросов для меня был обеспечение работы Аксакалов. Ну, я уже не был председателем Госкино, да. Я пришел к нему как частное лицо, как частный кинорежиссер. Но вопрос я поставил перед ним такой. Вот ты бы обратил внимание на кыргызское кино? И обратил бы внимание на нашего режиссера Болота Шамшиева. У него интересный сценарий, интересные идеи. Он не снимает уже 25 лет. Вот почему он не снимает? Это же единственный народный артист СССР Центральной Азии. Больше у нас нету. И он написал уже и сценарий, и не один. А почему он не снимает? И на моих глазах он вызвал секретаря своего и сказал, запиши, забей через 3 дня, чтобы Шамшиев был у меня. Я позвонил Болоту Байке и говорю, Болот Ильич, я вас поздравляю, у вас будет встреча с президентом.
Проходит день, второй, третий. Его не вызвали. Прошло 3 года после этого, да, вот сейчас даже 5 лет, да, прошло. И его никто не вызвал. Во времена Акаева он не снял ни одного фильма, во времена Бакиева, ну, правда, он был советник, во времена вот Временного правительства и 2 новых уже президентов он не снял ни одного фильма. Я, значит, снимал вот Курманджан Датка, документальный фильм. Вот Нурлан говорит, что советские фильмы были самые сильные, документальные. Это был первый национальный кинопроект, снять документальное кино. Мы сняли на 1,5 миллиона сомов, из которых 500 тысяч забрала киностудия из Джилдошева. Буквально на 1 миллион сом. Забрали, что значит? Ну, я не знаю, там есть налоги киностудийные, потом есть у нее фонд Курманджан Датка. Вот взяли на какие-то свои такие интересы, да. И фильм был снят всего за 1 миллион сом. И в то же время новая власть Садыку Шерниязу дала возможность снять за $1,5 миллиона. Казалось бы, мы должны были все радоваться и видеть, ну вот, молодой режиссер, который не снял ни одной картины до этого, вдруг снимает блокбастер, да, $1,5 миллиона. Я думаю, и в Казахстане это было бы большой новостью, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и даже в России. Но если мы спросим, какую прибыль принесла эта картина, я думаю, там прибыли большой не было. А если прибыли нету? Вот они указывают разные цифры, Садык Шернияз. Кто-то говорит, они собрали $80 тысяч, кто-то 100, кто-то 150. 1,5 миллиона потратили, получили пусть 150. Но это же не рентабельно. А если это не рентабельно, то как будет развиваться дальше кыргызское кино? Вот у нас уже 20 минут прошло. Может быть, мы сразу... Почему? О нерентабельности, ну, 2 слова. ну, Что, в принципе, вот давайте у нас рынка нет. мы начнем кинорынка. вторую Вот о чем часть. Алла говорит, кинорынка нет у нас. Отсюда И вторая рентабельность часть. у нас И- невозможна. Второй раунд. Ни один И фильм не почему рентабельный. такая ситуация сложилась тогда? Вот вторая часть у нас началась, скажем так. Почему такая? Перманентно. Вот опять, то есть это нет, Нужна ли рентабельность вообще в кино? В кино, вы знаете, кино, кыргызское кино, он сегодня так вот из 3-4 частей должно бы как бы разделяться на 4 части. Это первое вот авторское кино, которое представляет Кыргызстан на мировой площадке, который как бы представляет какие-то ценности, они должны быть такими произведениями искусства. Вот одна часть. Вторая часть – это коммерческая структура, да, это, скажем, Нацеленные на да, прибыль. нацелены на прибыли, то есть люди вкладывают свои деньги и получают прибыль, это бизнес-проекты и так далее. Третье – это госзаказы, о чем говорит Замир Тажибаевич. То есть госзаказы должны быть. Это идеология, это и в советское время было такое. И четвертое – это совместные проекты. Мгм. В данном случае мы делаем авторское кино, участвуем на фестивалях и так далее. Частное кино развивается сами по себе, в кинотеатрах показывается, народ идет, они тоже какую-то миссию выполняют, миссию возврата кинозрителей, кинотеатры и так далее. И то, что Замир Тажибаевич говорит, это Курманджан Датка, вот это заказанные картины, это... Там о прибыли, там не должно рентабельности быть. трудно Да, говорить. об этом говорить очень тяжело, потому что это заказные картины. И на Курманджан, вот, деньги на Курманджан Датки, например, там я был тогда директором киностудии, был продюсером, как бы, да. Ну, нам не дали проката, не мы занимались, но по отчетам собрано где-то 50%, то есть 35 миллионов, говорится, возврата денег. Из этих денег где-то на 10 миллионов... Это где-то зафиксировано, Да, 35 миллионов, да? Я думаю, эта картина себя окупила, потому что там системности не было, то есть учета такого не было. И, ну, вернули где-то 35 миллионов. На эти деньги вот они и сняли картину.
Своё. на 2 миллиона от Курманжандатку. Я снял еще какая-то картина. 3 картины сняты на деньги, полученные от Курманжандатки. Об этом надо говорить, потому что это есть. Это есть. Еще вот я отвечу на этот важный вопрос, но он лежит посередине между авторским кино и жанровым кино. Да? Дело в том, что российское авторское кино отличается от кыргызского авторского кино. Я всю жизнь нашим знаменитым режиссерам, всем вот так говорю, всем знаменитым, любым, я им говорю, и, в общем, всем говорю, ребята, хватит снимать детские фильмы. У вас у всех детские фильмы. В жизни вы такие лютые парни, а у вас конфликтология такая, все какие-то маленькие проблемки, маленький конфликт. Какой-то, ну, детский сад для детей, это индийское кино по-другому. Даже авторское кино в каких-то проблематике. Ахтан Арымкулат единственное, вот, пытается там что-то такое пострашнее сделать, а остальные там, это они такое ощущение, что или боятся всего в этой стране, или у них нету гражданской такой мощной позиции, как у театральных режиссеров Москвы, да, грубо говоря, там Серебренников какой-нибудь, которого посадили. Ну, он да? в тюрьме. Сейчас посадили которого. Вот. И я им говорю, слушайте, и я вот, допустим, сценарий, когда сдаю на киностудию, вот департамент, где сидит вот эта отборочная комиссия, они говорят, чернуха, чернуха. Я говорю, ребята, я страшный, что я в таком страшном мире живу, вы, наверное, не видите, или вы слишком, у вас много денег, вы жирные, пережравшие. Розовые очки. Да, розовые очки. Вот я таком страшном мире живу вообще. И я про это, надо фильмы делать. Люди ждут эти фильмы. Что в коммерческом кино, что авторском нужно. Нет. То есть они парализуют. И так у граждан, у художников нету вот гражданской, как у журналистов, позиции. Так они еще и сидят и нейтрализуют, не дают. Вот действительно много проблем в обществе. Блокируют, понимаете? Но именно нынешние, вот сейчас, которые происходят проблемы, они не отражаются ни в театре. И они очень... большая просьба к руководству страны. Вот дело в том, что вот эти все отборочные комиссии, которые в киностудии, департаменте, в Минкультуре, может быть, там, да, они на самом деле сидят свои люди и говорят, этого не надо, этого не надо. Надо объективных людей, скажем, журналистов, специалистов, которые очень объективно рассматривали все проекты. И очень независимые. Независимые. Мы бы сказали, согласен. Если бы независимые люди, я бы согласен с вашим решением. А я вижу все зависимые, друзья, родственники, я с ними не согласен. Свои внутренние интересы, конечно, частные. очень. Поэтому мне хочется, чтобы это были независимые люди. Пусть даже из-за границы приедут. Нет, лучше свои журналисты, я не знаю, какие-то люди прогрессивные. Да. А у нас говорят, они кино не знают, не нужно, мы сами решим. Вот там 5-6 человек, которые свой круг, да. Поэтому хочется проектов объективных. А молодежь что скажет? Почему такая ситуация создалась в кино? Ситуация создалась из-за того, что я думаю, вот как бы сказать. Креативные подходы нужны для реализации проекта. Старые методы остаются. Да, старые методы остаются. Вот получается, вот у нас только производство идет, как уже Талайбек ранее говорил. У нас вот активные режиссеры, активные вот творческие личности. А вот дальше вот продюсеры, дистрибьюторов, вот этих агентов по продажам, таких у нас нету. Вот казахи уже, когда у них уже расходы сократили вот из-за нерентабельности, они сделали реформу, и часть бюджета они уже начали выделять на павильоны, чтобы они могли выходить на крупные кинофестивали и представлять свое кино на кинорынке. И они уже вот за 3 года они уже добиваются успехов. Уже они начали снимать, не снимать, начали продавать уже даже фильмов, которые даже не выиграли, не достигли больших призов, да, все равно они уже начинают по этой деле продвигаться и достигают больших успехов. А мы уже не то, что об этом не думаем, мы уже отстали вообще-то. И узбеки Я с этим этим не занялись. согласен. Производим хорошие Знаешь, фильмы, но не можем это продать. Я 100% не согласен. Знаешь, Насчет почему? дистрибуции. Я не согласен. Первая причина. У нас нету государственного проката или частного проката. Он не выполняет свою функцию, да, или там прячутся деньги какие-то большие
да, идут, картины идут, там, в кинотеатре «Манас», в кинотеатре «Алато», но как идут эти фильмы, куда идут эти деньги, да, вот Госкино за этим должно было бы, ну, как бы, контролировать этот вопрос. Да. И, понимаешь, это как продажа, ну, я не знаю, дыни, арбузов, товаров, да, на рынке. Кино – это товар, его надо продавать. В Кыргызстане, в Узбекистане, в России. У нас только один режиссер, на мой взгляд. У нас с Эрнестом Абдуджапаровым идет давнишний такой спор. Я всегда выступаю за коммерческое кино. Потому что это новое время. Кино, да, должно быть авторским. Найди себе деньги, снимай сколько хочешь. Но государственное кино, оно должно быть прежде всего коммерческим. Ну, конечно, экспериментальным. Конечно, кому-то надо давать там дебютное кино. Но прежде всего коммерческое кино. А идеология? Вот Руслан. Государственная? Ну, в Америке какая идеология? Снимается много картин, и они прославляют все время Америку и добро. И американское кино самое сильное. Она всех купила, и китайцев, французов она не сумела купить, и не сумела купить только англичан. Но доминирует и в России, и в Центральной Азии. Первые картины, они где-то 70-80% они взяли на себя. И они сами себя кормят. Вот так нам надо было бы действовать. В этом плане Нурлан очень правильно сказал, я его очень поддерживаю. Да, занимайтесь авторским кино, но продвигайте какие-то другие картины. Но я с ним не согласен в том, что надо показывать что-то страшное, надо показывать какие-то... Правду. Ну, Не сказки. Правда, не я сказки, согласен. Не индийское кино, я говорю. Не индийское Даже в кино. театре индийские спектакли идут. Я об этом говорю. Нет. Везде Понимаешь, индийское. ты сделал, вот, Мы например, живем в таком, в такой ладно, битве, я договорю, в да. такой Ты сделал, парламентской например, битве, в такой междепутатской битве. Я согласен, И согласен. такие наивные художники вообще балдеют. Нурлан, подожди, Талай. Или не Я тебе понимаю, хочу да. лично задать тогда вопрос. Вот ты сделал картину «Чтение Петрарка», которую я поддерживал от начала до конца. Но ведь она не собрала денег. Она не собрала ни в России, ни в Кыргызстане. Ты показал правду, но она не собрала. Ты все свои амбиции выполнил, но она не собрала. Вот о чем я говорю. Ну, это не было его вопрос, целью. Я отвечу вопрос. Вообще, даже американские продюсеры все говорят, кино это такой рискованный бизнес. Ты не знаешь, он окупится или нет. Он окупится или нет. Допустим, наши фильмы, которые авторские, они маленький бюджет. Там, допустим, 10 миллионов, 20 миллионов. Только у Актана иностранцы $1 миллион дают, он снимает. И многие ребята четко знают, мы ориентируем на авторские фестивали. На фестивале они делают авторские фильмы, и там они побеждают или не побеждают, это правильно. А те, кто ориентирован на жанровое кино, это уже другая сфера, там, как мы говорим, Руслан Ахун. Там нужно знать, где ты будешь это прокатаешь. Вот, поэтому это очень спорный вопрос, но по-любому это товар, который очень спорный товар. И тем более в такой стране, где кинорынка нет, здесь сложно говорить. А то, что я сделал, я говорю, да, я зашел в тюрьму, вот, за 30 дней снял фильм, вышел, все. И я его сделал за 30 дней, но он прокатил. Тогда вот сейчас нет, которой сейчас системы, в 2007 году, 2006. Если бы сейчас была интернет, я бы побольше сделал. И Болот Толенович мне говорил, прокатывай нормально. И Рустам Ибрагимбеков, ну, не было у меня, Можно вот, среды не было. смотрите, мы киношники, кинематограф, все мы профессионалы. Мы все. Мы сами не знаем, какое кино мы должны снять. Понимаете это? Серьезно? То есть, получается, Замир Тажевич говорит, кино должно приносить прибыль, говорит. Он говорит, не должно быть. У меня свое мнение, понимаете? Какое? Мы должны четко разграничить, да, авторское кино должна финансироваться государством, и она не должна приносить прибыль. То есть, Это не ее цель. да, памятник Айтмату или Манаса в центре стоит, вложены деньги, они же деньги не возвращают, не приносят. То есть
подход должен быть такой. То есть авторское кино, она должна проходить через сито, через комиссии, и она должна просто представлять страну на международных кинофестивалях и на мировой площадке говорить, культурный что, запрос да, самих граждан. что кыргызское кино существует, и все. Коммерческое кино изначально должно быть коммерческое, и коммерческое кино не возможно, должно финансироваться, но если финансируется, она должна возвращать этих денег государству, и либо нет, на частные, значит, пускай зарабатывает и так далее. То есть это долгие споры, которые продолжаются в кыргызском кино. У кыргызского кино должно быть свои пути решения этих проблем. В России через Минкультуру финансируются авторские проекты, а через фонд кино, то есть это деньги выделяются с возвратом, да? Там другая система. Я с этим не согласен. Нет, не все с возвратом. Там не все с возвратом. Нет, вы почитайте. Там прощается, если нет возврата. Теперь вот смотрите, почему все время мы говорим, французскую модель нужно внедрять, там это и так далее, Голливуд и так далее. Во Францию, да, с проката зарубежных голливудских картин изымаются деньги, она собирается в фонды кино, и она идет на эти деньги финансируется французское кино. Но они являются... И телевидение тоже. Они являются родоначальниками кино, да? То есть они создали кино. Им все позволено. То есть это Англия, да, 4 сборные участвуют в чемпионате мира, и никто против них, потому что они придумали футбол. Кыргызы, нам нужно придумать свое, чтобы говорить и флагом... Вот можем как депутаты разговаривать? Конструктивно, по-боевому, не философствуй там, понимаете? Просьба большая. Потому что мне депутаты очень нравятся, что многие очень открыто и конкретно разговаривают. Вот это. Ты же по-любому сейчас ответил. Ты говоришь про 2 вещи, но ты сказал все равно, ребята, делайте авторское кино, правильно? За 10 миллионов по-любому буду авторское, но я за 4 миллиона хочу делать авторские фильмы сейчас, понимаешь? В городе, только в Тут же Бишкеке. не обязательно Не надо, не деньги. будем делать жанровое кино, близко не надо этим заниматься Общественное государству. сознание поднимается, общественная культура за счет этих фильмов. И вот как Замир сказал, что самим фактом, что они забили весь рынок мировой, хотя там никакой идеологии нет, сам этот факт, что они во всех странах мира показываются голливудские фильмы, это уже сама идеология получается. То есть не напрямую, не напролом, а вот таким образом. Нарбек, более того, допустим, они придумали вот этот «Оскар». Для чего они его придумали? Они вручают «Оскар» 5 картинам иностранным и там 20 своим картинам, звукооператорам, режиссерам, авторам сценария, даже гримерам за 2-ю, 3-ю роль. Да? Для чего это делается? Для того, чтобы поднять престиж профессии кинематографиста. Режиссер становится знаменитым на весь мир, ему даются какие-то деньги, возможности. Заказы. И самое главное, эти картины смотрят во всем мире. «Оскар» ты получил, эта картина идет во всем мире. Ее все знают. Вот, допустим, кыргызская, я смеюсь над нашими какими-то призами, Агильбирс, я даже... Потому что сами не получали. Кулминдееву сказал, Аталай, вы сами придумали и сами получаете, кому нужны ваши призы. От этого прокат кыргызского кино, от того, что, да, престиж какой-то есть, я получил Акельбирс. Но что с этого? Этот фильм стал от этого лучше. Этот фильм стал смотреться в России или в Казахстане. Нет. И в этом плане для меня вот опыт Руслана Акуна самый интересный. Этот человек сейчас учится в Америке, не в Москве. Он учится уже в Америке. И там его уже научили по-другому мыслить, по-другому писать сценарий. И вот эта его последняя картина, она, конечно, не во всем мне нравится, «В поисках мамы». Не во всем. Но эта картина и в Кыргызстане собрала $500 000, и в Казахстане больше $1 000 000.
И она идет, самое главное, в Америке, потому что там снимаются американские картины. Для меня это очень большой показатель. Во-первых, таланта кыргызского народа, таланта конкретно Руслана Акуна. Хотя вот это его следующая картина, да, которая снята уже ну, вот на нашу как бы, тему Кокберу, тоже, я посмотрел сиквел, да, тизер этой картины, она мне не очень понравилась. Но Гульнара Абикеева, это ведущий кинокритик казахского кино, сказал, нам надо учиться у кыргызов снимать кино. Это важно, потому что в 60-е, 70-е, 80-е годы говорили, нам надо учиться у кыргызов снимать кино. И вот в 2018 году, благодаря Руслану Акуну, опять был этот лозунг, нам надо учиться снимать у кыргызов кино. Поэтому мы талантливая нация. Но вот это невнимание наших депутатов, неумение нас, кинематографистов, собраться, выслушать, помочь друг другу. Вот молодой режиссер сидит и не может. Я им сказал, ребята, я посмотрю, как вы снимете второе кино. Когда они сняли первое кино, мне не хотелось, вот Талай меня просил, Байкет, скажите несколько слов об этом фильме. Ну, у меня были претензии к этому фильму, поэтому я не хотел... Завещание отца. Да, завещание отца. Я не хотел говорить эти претензии. Я сказал, я посмотрю, как вы снимете ваше второе кино. Можно и вопрос? вот они не снимают это кино. Я вот, повторяя свой вопрос, сказал, давайте говорить не о том, что в интернете написано, понимаете? Вы мы же... Тала, я тебя поддерживаю в том, ну, ты двояко сказал, но я говорю, на госденьги, маленькие деньги надо снимать только авторское кино. Жанровое кино снимать невозможно, которое приносит прибыль. Я хорошо знаю продюсера Руслана в жизни, он деловой, шустрый, все. Мы не знаем, какой бюджет, но он и в Алмате, я знаю, как он прокручивает. Ну, то есть с ним тягаться это с частным бизнесменом. На свои деньги снимает и собирает денег. Поэтому меня интересует, что вы сказали, в чем проблема. Вы скажите, вы же умные люди. Нет, в чем? вот там идет. Вторая часть у нас Допустим, я закончилась. знаю, у нас хороший президент. Если мы к нему обратились бы, даже 10 человек вместе, я знаю, Сооронбай Шарипов сказал, он на днях, 3 дня назад, я прочитал в интернете, он говорит, кино очень важное, искусство, надо его поднимать, развивать. Но мы же не обращаемся к нему. Он говорит, развивайте, а мы к нему не обращаемся, понимаешь? Мы говорим, вот, вы понимаете, вся проблема в том, мы на уровне там Джорка Кенгеша, на уровне министерств, мы говорим, что кино, кыргызское кино развивается. Я вначале сказал, развивается только производство, то есть мы занимаемся только производством и оставляем картины. Если какие-то призы получают ребята или кто-то, это благодаря им, продюсерам, они куда-то отправили, посмотрели, увидели что-то такое. А такой целостной программы развития кино отсутствует у государства. Даже это не касается только финансирования. Я же говорю, вот я не соглашусь, он говорит, тематику должны формировать сами режиссеры, говорит. Вот, например. Сценаристы пишут. Режиссер ни один у нас нет ни одного вот сценариста у нас великого. вторая часть уже закончилась, хотя вот во второй части мы должны были... Почему так сложилось? Уже начали говорить темы из третьей части. Третий раунд. Вот давайте третью часть. Как выйти из этой ситуации? Вот, знаете, вот я руководил киностудией, в принципе, последний год, потом в Союзе. Проблему знаю, и поднимать проблему, когда все говорят о развитии кино, как-то неэтично, да, когда все говорят, что кыргызское кино развивается. Я все время говорю, говоря, прославляя достижения кыргызского кино, надо поднимать проблемы, которые существуют в самом кино. То есть проблем много, те же проблемы, но пути решения очень простые. Система рассмотрения проектов, она изжила, то есть это советская система, через худсовет, через экспертный совет. Вот на Украине, когда Порошенко стал президентом, кинематографисты ведущие зашли, они предложили свои проекты, то есть свои варианты. То есть при госоргане, не при госоргане, который сегодняшнее состояние, экспертный совет существует при департаменте кинематографии, создать наддепартаментный экспертный совет, который принимает решение, уходит. Стратегически. Да, уходит решение. Нужно снимать вот такие фильмы. Мы рассмотрели проекты, нужно сниматься это. И вот это госорган должен это исполнить. Не исполняет в отставку всех.
А у нас что получается? Создали при себе решение, захотят подпишут, захотят не подпишут, реализуется, соглашается, не реализуется, никто ответственность не несет. То есть, понимаете, вот я... Эти экспертные советы и худсоветы при Госкино, получается, Да, получается, при. Не надо создавать при, надо над. То есть, понимаете? Подопечные. Да, они подопечные, они сами подписывают. Это касается и Министерства культуры. То есть, вот этот совет экспертный, они, они под ним. То есть, как это можно? Нужен независимый. Это нужно над чего сделали на Украине, именно в сфере кинематографии. Мы же реальные люди. Вот, Знаешь, что мне печально? Далай, ты меня извини, да. Мне кажется, вот мне сейчас вдруг стало обидно за кыргызское кино. Почему? Потому что вот сидит председатель Госкино, которому... Председатель Союза кинематографистов, да, который должен защищать права всех нас, да? Вот права его, мои, его, он должен нас поддерживать, слушать нас, да, и должен говорить: ребята, мы должны пойти вот так. А он не знает этого пути. Он не... Нет, он... Дай мне договорить. Хорошо. Он не знает этого пути. И вот, допустим, сейчас он подсказал, как бы на Украине сделано так. А я ему хочу задать вопрос. Почему он так не делает и у нас? Когда мы, подожди, когда мы с ним беседуем, он совсем другой. Он говорит какие-то очень острые, какие-то очень больные вещи. Вот сейчас я его не узнаю. Он сейчас какие-то округлые, мягкие вещи говорит. Но почему он не говорит: давайте мы зайдем к новому президенту, как предлагает Нурлан Абдыкадыров? Я считаю, это правильно. Кинематографисты должны решить. И потом для меня странно и другое. Вот мы уже год ждем каких-то конкретных решений со стороны и президента, да, в области культуры, в области кино, в области там экономики и так далее, и так далее. Но в кино какого-то яркого движения я не вижу. Талай, пожалуйста, вот, ответь. Я с вами согласен. В принципе, наш президент недавно встречался с представителями НПО, общественности и так далее. С бизнесом. И я думаю, вот я тоже жду, когда он нас пригласят, то есть представители культуры, да? Не, вот смотрите. Ты должен проявить инициативу. Ну хорошо, я проявлю, как от имени кинематографиста напишу, в принципе, да. И я почему-то думал, что у нас будет какая-то целостная политика, что с нами встретиться, мы вопрос как бы ребром поставим и так далее. Вы знаете, вся система, я с ним, с Замитажевым соглашусь, да, я ставлю вопрос как бы при разговорах очень остро, в принципе, но публично не могу, потому что среди нас кинематографистов существует все равно какая-то невидимые, какие-то коррупционные, скажем, взаимоотношения. Коррупционные? Да? Коррупционные, может быть, да. Какая-то... Группировки. То есть, как депутатами группированные. Это жизнь. Вот здесь поподробнее, пожалуйста. Вот здесь... Вот Нурлан... Он в ужасе просто от этих слов. Да. Нет, они опять, вы опять, вот, туман и опять туман. Они, короче, их я подтекст понимаю, они говорят: вернем Османухуна Ибраимова и Мадумарова, госсекретаря, который будет править культурой, вносить идеи. Мы сами должны, министр молодой пришел, мы должны зайти к нему. Я, допустим, зашел, ему уже какие-то вещи объяснял, министру. Я говорю: у вас... Он тебя услышал, я он тебя понял. Я говорю: у вас коррумпированная система, вот на награды вы выдвигаете. Я говорю: вот председатель, он, Союз кинематографистов выдвигает на награду людей, там своих, да, директор театра, там филармонии, там, библиотеки, они сами выдвигают своих людей, потом приходят там на закрытом голосовании, сидят, они сами и своих людей утверждают и уходят туда. Ну что это? И то есть вся вот такая структура. Я ему сказал, он на меня посмотрел,
Он не знает этого же, для него все это новое. И мы должны к нему пойти, а он потом дальше донесет, понимаете? Мы должны помочь ему. Вот А мы как опять сидим ни о чем. прозрачность установить? Конечно, мы должны Как помогать прозрачность? министру, а он пойдет уже к премьер-министру. Вот он же говорит, да, вот, например, я как председатель общественного объединения кинематографистов, я не вхожу в коллегию. Когда-то был членом надо, коллегии. зачем? Не надо тебе входить. Не Не надо опять, здесь нужно честных и Не-не, абстрактных людей, смотрите, которые независимые от вообще журналисты, знаменитые люди, пусть приходят. Я с хотя тобой бы не согласен. плюс-минус Вот, будет. Например, я заслугу каждая знаю. Сам да? взятки взял у кого-то человек, допустим, какой-то там, или у любовницу свою, или жену, или родственника, друга, и потом сам приходит, утверждает, директор театра или там какой-то организации. Зачем Ты это имеешь нужно? в виду На Самару закрытом Каримову, да? голосовании. Нет, вот он Ну, я не знаю, в Минкультуре это. ну, систему как бы система конкретно коррупционная. не знает. Там Как не знает? коллегия, это коллегиальный орган. Там должны Вот, быть... видите, коррупционер, он хочет нет, сохранить это. Там Я говорю, надо убрать, он хочет сохранить. Там должны быть Коррупционер, общественники, он да. общественный коррупционер. Общественный деятель номер один и коррупционер. Они как бы подчиненность, да. Коллеги Министерства культуры, все директора театров, там, учреждений, да, подведомства. Они, Киностудия, да, подведомственные. они элементарно своему шефу Зависимые. не могут элементарно что-то говорить. Да? Они закрыто голосуют. Да, потому что я был членом коллегии Министерства культуры, и когда увидел список тех, кто на награду выдвинуты, я даже вот в эфире скажу, я выступил, всех директорский корпус не рассматривайте. Было такое мое предложение. То есть, представляете, да, директора театра учреждения, они сами, являясь членом коллегии, выдвигаются на какие-то Сами должности. себя выдвигают. Да, и какие могут быть там это. Поэтому наградами любовницы, я же говорю ему. наградами должны награждаться деятели культуры, которые несли определенную как бы лепту развития там, искусства, культуры и так далее. То есть вопросов много. И вот выступление министра последнее, да, с кем не встречаюсь, там, деятелям культуры, все просят награды, да. Ну, творческие люди на то и как бы работают, чтобы получить заслугу и так далее. Чтобы оценили. Оценили их, потому что им как бы это других-то Опять этих длинный нет. разговор опять. Давайте покороче, конкретнее говорите опять. Ну, я про одно говорю, что это схема, они опять ее раздувают в коррупционном замке. Ты молодой. Ну, ты предложи вариант. У нас, я сказал же, не нужно туда своих людей повязанных. Нужно, выдвинул театр. Хорошо, пришли, там должен быть коллегия, вообще какие-то люди, пусть театральные деятели, какие-то народные артисты, но как не привязанные, как членам жюри бывает. Это должны быть независимые люди. Независимые. Очень И независимые. Скажем, авторитетные. вы там должны быть, допустим, скажем, вы же независимый человек. И Допустим, чтобы они я дорожили чуть-чуть своим зависимый, именем, там, своим я чуть-чуть своим зависимый, авторитетом. там, из Сыкульских начну тянуть, да, грубо говоря. Из Сыкульских. Таласских. Но я не буду, я городской, я никого не тяну никогда. Они, может, Таласские только Таласские отказаться от буду этих тянуть. наград, как ты думаешь? Кто может, может отказаться? может, и не надо этих наградами награды? награждать? Может, Ну, тебе давай. не надо? Давай откажемся. Ну, Молодежь что скажет? Нет. Что надо я делать? Опять, я говорю, замке, я же понятно говорю, надо людей независимых. А он говорит, надо отказаться. Я же не говорю отказаться, я говорю, живем в независимых Кыргызстане, людей. мы же реально... Кыргызстан менять надо, в этом проблема, правильно? Кыргызстан надо менять, понимаешь? Как там понимаешь, если ты знаешь всех наизусть, на лицо, где ты Как найдешь? депутаты сидят, А хотят там то же изменить, самое, они спорят. друг друга знают. Нет, Это тому приходится депутаты все равно там, меняют, это хоть по копейке, родственнику, это хоть по земля. миллиметру, хоть по миллиметру меняют. Когда мы из этих феодальных отношений сможем Конечно, выйти? из- Феодальные отношения. Когда мы придумаем как бы хорошую систему развития всех отраслей, начиная от структур управления и так далее. понимаете? Премьер-министром или президентом надо назначать, видишь? Правильно Молодежь, говорю. как надо выходить из Они не ситуации? делают, мы же должны это предложить. Не знаю, вот насчет награды начали уже. Я думал, Где наши идеи? Мы не привносим ничего мы в парламент. как, вот награда, если человек заслуживает, то найдет всегда. Вот мы даже мы не стремились вот к государственным наградам, но когда мы уже выпустили фильм и получили Монреальский приз, вот, президент Алмазбек Шашенович пригласил нас и наградил нас золотыми часами. И мы даже об этом и не думали, на это не рассчитывали. Мы, самое главное, хотели снимать свое кино. И продолжая вот тему кыргызского кино, хотел бы сказать, что
что главная цель государственного кино — создавать произведение искусства. Самое главное. А вот коммерческие фильмы, оно должно быть уже не очередным шагом. И я думаю, что в последние годы вот наши режиссеры вот стали активными и уже начали завоевывать множество больших призов, которые мы даже не могли мечтать. Вот. И вот продолжая вот, тему Талай Байке, Нурлан Байке, надо вот увеличить уже объем выделяемых на производство кино. Потому что уже несколько режиссеров на один год уже вынуждены вставать в очереди. И приходится вот мириться с этой системой. Многие вот молодые тоже сидят и ждут своей очереди. И это как-то неприемлемо, потому что уже в последнее время все уже активно выросли. Вот. Я бы так сказал, Нарбек. Вот ты задал, по-моему, очень такой больной вопрос, что делать, да? Я смотрю по телевизору иногда специальная передача «Орел и решка». И смотрю, каким стал, скажем, Пекин, Гуанчжоу, Баку, да? Многие другие, ну, там, Минск, да? И мы видим, что города эти и страны, Узбекистан, да, новый президент, я вижу, это развивается, новые города, Астана, целые города. Даже Назарбаев говорит, я построил на пустом месте новый город. А вот когда ты смотришь Кыргызстан, 27 лет независимости, я недавно задал такой вопрос в Фейсбуке. Золото ушло канадцам, казахам. Значит, Кыргызгаз ушел россиянам, ну и так далее, и так далее. А в чем же наша независимость? Если мы теряем с каждым днем, с каждым часом, минутой независимость. И я так думаю, наш новый президент должен слушать всех. И не только реформы должны быть у юристов, да, они должны быть везде. В образовании, в экономике, в социальной сфере, в экологии, в том числе и в кино. Поэтому я жестко сегодня обратился к Талаю Кулминдееву. Не жестко, все равно не жестко. Нет, жестко. Пишите хороший сценарий, Подожди-ка. острый, как вы хотите, про эту страну. Нет, и тогда будем да, снимать. я договорю, потом ты Нет договори. таких сценаристов, которые Хорошо, про эту хорошо, страну ты сейчас пишут. договори. Но это абстрактно, я имею в виду. Не, Опять- пусть будет абстрактно, но это будет мое мнение. Я думаю, что нам не хватает какой-то программы, целой программы развития кыргызского кино, которая бы подготовила бы союз кинематографистов Киргизии. И, конечно, вот то, что у нас в кино сидит очень давно, почти 20 лет сидит один и тот же человек, да, конечно, это задерживает движение кино. Нам нужно другое руководство, нам нужны какие-то новые... Кого вы имеете в виду? 20 лет сидит. Мы имеем в виду нынешнего председателя Госкино Бектына Алиева. Он разве 20 лет сидит? Ну, он в 98 году пришел. нет. Но вот нового министра поставили, потому что его считают шикарным менеджером. Значит, сейчас время менеджеров, где они? Ну, проблематика в менеджерах, значит. Театр развивается и без программы государственной. Они сами в театрах, в Баткене, в нищих театрах ставят спектакли хорошие, пытаются. Они больные этим, понимаете? И киношники тоже больные, но они за большие деньги, они более такие, киношники богатые, более такие, они в Бишкеке на машинах ездят, а Баткене нищие, но они одержимы этой болезнью. Не как эти высокопородистые, а очень простолюдимые. Вот. Но тем не менее занимаются. И киношники тоже должны болеть этим об изменении страны, писать острый сценарий. Нет сценаристов, которые писали бы острый сценарий. И все рассуждают так. А о тех проблемах, которые Замир сказал, о Золоторудном, что у нас все украли, мы нищи. Нас оборовывают каждый день.
Где такие фильмы? Где такие вот постановки? знаете, этот год 90-летия Айтматова, да? Он 25 лет руководил Союзом кинематографа, стоял у истоков создания национального кино, да? 90-летию у Кыргызстана не будет фильма к юбилею, например. Есть, белый пароход есть. Художественный. Нет, ты скажи конкретно, какого не будет. Белый пароход есть. Ты скажи конкретно, что ты Не, это подожди. туманишь, ну? Что ты боишься? Если говорят открыто, что Не, Пеги не, пес не подожди, будет. подожди. Он хочет сказать, что Пеги пес фильма не будет. 10 миллионов они куда-то забрали, которые в том Не, году подожди. Талай пробил. Они куда-то их забрали. факт- Сейчас время кончится, уже 1 минута осталась. Вы так, Факт в том, что... пока вы мы- философствуете, вот так говорите, время. Здесь же короткое время же, ну. Смотрите, Мир вы не измените. Белый пароход вы Жизнь имеете- Твоя жизнь кончается, ваша всех жизнь кончается, вы еще ничего этот мир не изменили, уже уйдете. Уходите. Я за то, чтобы мир изменился. факт в том, Пока я что- еще не умер. Вот мысль перебил. Вот президент Узбекистана Наш президент тоже меняет. 90-летию Айтматова издал указ, по указу там должны создаваться картины, ставить спектакли, там, называться улица имени Айтматова, и там издали книгу и так далее. А вот 12 декабря, день как бы рождения Айтматова, и 90-летие будет проводиться, да, и мы, даже мне стыдно, кинематографисты, мы не могли к этому юбилею подготовить А вот какой-то фильм. Бакыт Карагулов снял «Мир Айтматова». Ну, вот это документальный фильм, это об Айтматове. Такие фильмы можно, я думаю, будут 3 показываться, миллиона. и телевидением и так далее. Но факт в том, что мы говорим, да, мы сами как бы отстаем, да, мы должны были быть ногу со временем и так далее. И мы как бы опять возвращаемся назад, что мы должны так. И в Узбекистане указом президента реформирована вся система кинематографии. То есть одним указом. Уже. Не, надо знать в Узбекистане, что происходит. Он хочет национальный, который центр молодежи, он тоже приближенный там, к структурам. Нет, факт в том, что Он хочет захватить Госкино и Не, киностудию. Нурлан, Если бы у смотри. тебя были бы такие возможности в этой стране, ты Нет. бы тоже сделал центр и захватил бы и Я к киностудию, и тому, департамент. нужно и реформировать Бектаналиев несчастно тебя отдал бы все. всю систему кинематографии нужно реформировать, нужно двигаться по-новому, а не по-старому. То есть то, что от того, что людей будем там менять, да, кого-то на место другого, от этого ничего не изменится. Даже вот Нурлана туда поставить, ничего не Меня изменится. не надо ставить. Зачем? Поэтому- Садык Кушерниязу я тебя просил, отдай проект сколько раз. Ты же не отдаешь же. Садык рядом с нами уже мог проект время. взять. У нас Садык уже давно продвинул бы, время. и законы Садык бы принял. Я Садыку 5 лет говорю, сценаристам подними зарплату, ты наконец поняли. Я им 5-6 лет говорю, главный сценарист. Они наконец поняли через 6 лет. И Садык говорит, да. Я говорю, поднимите зарплату. И законы передайте Садыку, он там пробьется, по крайней мере, будет попытка. Ну, у нас уже время подошло к концу. Каждый, мне кажется, Очень высказался. И надо реформировать, получается. Потому что, может быть, кинематографисты сами виноваты в том, что они хвалят вот тот фильм, этот фильм, а власти думают, ну, а значит, там все отлично. конечно. Мы же говорили, Пойдем спать, отдыхать. не будем ничего мы делать. только о достижении кино говоря, забываем проблемы из-за того, как вот молодые говорят, мы оказались в застойные как состояния, понимаете? А то, что можно вечно говорить об этой теме, это А проблема никто в никогда том-то и не дело будет. не говорит же. Вот мы Получается- пришли первый раз говорим. получается так, что Первый раз говорим. Вот эти результаты благодаря энтузиастам, режиссерам, вот, творческим личностям, а не из-за того, что вот, руководители создали нам идеальные условия. Вот. Ну, спасибо вам большое. Будем еще встречаться. Это была программа в связи с тем, что 17 ноября был День кино, да? Каждую Когда-то. неделю бы нам встречаться. Каждую Да, неделю. было Тогда бы хорошо. продвинулся. Ну как, депутатов показывают в эфире, и вот нас показывали в эфире. Было Хорошо. продвижение. Надо подумать об этом. Спасибо вам большое, что приняли участие в нашей программе. Мы на этом нашу программу заканчиваем. До свидания.